Добрый вечер выходного дня, друзья. Я Петр Цепангин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Мы, как обычно, находимся в уютной гастростудии ресторана «Мусхая». И к нам сегодня пришел мастер золотыми руками Сергей Манчурин, самозанятый человек, который занимается евроремонтом. Сергей, приветствую и приятно познакомиться. Здравствуйте, очень Да, приятно. ага. Как я и объясняли, как наши продюсеры объясняли, наша передача с уклоном на кулинарность. У нас кулинарное ток-шоу, где мы зовем друзей, гостей и совместно что-то готовим, потом это вместе съедаем. Да, с чем ты к нам сегодня пришел, что ты будешь готовить сегодня? Так, я буду готовить жаркое по-охотничьи называется. Это блюдо собственного изобретения. Так, значит, ты все-таки охотник. Сразу Ну, можно сделать вывод. Раньше охотился, сейчас Ага. что-то больше стал жалеть уже животных. Так, ладно, ага, хорошо. Приступаем. Что Сначала- нужно делать? Или, может быть, какая-то история есть? Ты сказал, что ты же сам это Да. собственное изобретение, да? То Ну, есть мы каким-то методом проб и ошибок это со произошло? своими друзьями часто ездили на охоту. Вот весенняя, осенняя утка, например, на Сахатово ходили. И брали с собой продукты, соответственно. Ну, у нас правило такое, не брать с собой консервов. Ну, чисто натуральные продукты. И кто-то взял лук, кто-то взял перец красный, кто-то помидоры взял. Ну, для посудка для яиц есть же ведь Да-да, контейнер. лотки, Вот, ну, ага, да. туда вот наложил помидоров, лука, Ух ты. чеснок взяли и подстрелили зайца. Одного подстрелили, потом второго собака поймала. Короче, вот двух зайцев чисто отделили мясо, сделали чисто филе. Ага. Ну, я говорю, дайте-ка пока это, то да сё, я тут приготовлю обед. Ребята там пока с лошадьми там занимались, кто-то там обустройством избушки, Ну, каждый по своим делам ушли. кто-то за дровами ушел, я начал готовить. Ты взялся за ужин. Да, и вот картофель, у меня был лук, чеснок, красный перец, помидоры, ну и зайчатина. У кого-то приправы там были, по-моему, доширак, что-то. Дошираковские обычные, Ага. да. Ну, как обычно и Ну, бывает. все это да. накрошил, все бросил в одну посуду, чуть растительного масла, чуть воды, затушил. И думал, много останется. Съели все, и еще там хлеба ваш протирали. Ну, короче, вкусно получилось. Вкусно Вот получилось. с тех пор, вот, когда дичь появляется, там, например, вот глухаря также готовил, гуся, например, сахатину. И любое мясо можно. Ну, вообще, короче, абсолютно. универсальное блюдо такое, да, из Да. того, что есть. Да, вот именно то, что доступно любому горожанину. Слушай, вот немножко отойду, да, у меня тоже такое бывало по молодости. Я работа заканчивается 6 часов, беру жену, еду на берег без ничего, беру соль, перец, и говорит, если рыбу поймаю, говорит, ну, будет ужин, если нет, ну, голодный. Вот, в принципе, такой же, да, получается принцип. Ну да. Да, ну, ты говоришь же, что старайтесь не брать тушенку. А если бывает, что охота, что, ну, безрезультатная, да, тогда что, голодные? Не, ну хлеб-то есть. А, вот, хлеб есть. Ну, то есть овощи, с да. голоду не помереть Ну, чисто, конечно. да? А, ну. Ну, Нет, там еще- у меня были вылазки на день, да, ну, вечером вернуться. Попутно сети ставим, там, Ага. поэтому или рыба, или мясо всегда есть. Что-то все равно. всегда есть. Ага. Ага. А в каких краях охотитесь? Ну, Район какой? Последний раз вот был в Намцах, Ага. а до этого ездили в Хангаласском Хангаласский районе волос. были. Там, ага. Там у Так, нас друзья. ясно. Ну что ж, давай начнем. Что надо первым делать? Сначала нужно почистить картофель. Вот давай я помогу тебе. И давай-ка возьмем Так, что-то такое, чтобы... Ты своим ножом, я да, смотрю, пришел, да? своим ножом. Подарочный. Это коллеги из Туту ЕКТ подарили Ага. на день рождения. Держи. Да, здесь, а потом у нас тут мусорка есть. Бросим. Слушай, а суть до дела. Расскажи немножко о себе. Да. Ты вообще откуда родом? В Якутске живешь? Где? Чего? У меня очень такая немножко запутанная биография. Родился в городе Якутске, зарегистрирован в Усьмае, в паспорте так написано. Вырос в Верхневилюйске, живу в Якутске. Мама родила меня без отца и бросила учебу, уехала. Деревню к бабушке отвезла. Потом поступила повторно, и я жил там одно время, в Кюбцах, в Усьмае. Потом переехали в Якутск, мама здесь работала, потом получил направление в Верхневилюйский район, райпотребсоюз. И я оказался там. Там сходил в детский садик, закончил школу, потом поступил в кооперативную технику, оттуда забрали в армию. Коптех. Ага. Ясно. Ага. Ну, после армии пришел, женился и
До сих пор вот работаю в строительной сфере уже 19 лет. Мгм. А с чем связан выбор именно профессии, да? Потому что же, ну, сейчас для молодежи обычно такой актуальный вопрос, ну, вот вопрос профориентации, так называемый, да? Мне как-то все получалось, знаете, методом проб и ошибок. Я очень много профессий перепробовал. И таксистом работал, и охранником, и кочегаром, и грузчиком. И даже в администрации Иршневского района работал в отделе молодежи. И потом у меня есть тетя, родственница. Ага, вот она всю жизнь проработала на стройке. Ей нужен был напарник, ну, чтобы большой сезон там был в университете, она работала. И меня взяла к себе на работу и научила всем премудростям строительным. Я ей до сих пор очень благодарен, то, что она для меня открыла вот строительство именно. А, ну то есть тогда Ютуба не было, не было... Вообще даже интернета не было, Да. телефонов не было кнопочных. Да. Я до передачи, вы когда знакомились, рассказывал тебе, что однажды на себя такую дурацкую идею взял. В одного ремонт закончить, да? Ага. Ну, шатка-валка, где-то месяц я там черновой ремонт закончил, да. Но я не скажу, что это было профессионально, а сейчас оглядываясь, смотрю, 3 года прошло, ну, более-менее стоит, да. Что нужно? Конечно, да, я, скорее всего, думаю, это очень много зависит от практики. Правильно? Само собой, это Да. бесспорно. Бесспорно, да. Но кто-то идет, как я, например, методом проб и ошибок, да. А в твоем случае как это происходило? Скорее всего, так. Либо, видишь, у тебя, говоришь, что у тебя был наставник, Да. наставница, да? И который- очень опытный. Ага, который уже знает, как штукатурку класть, как что-то там, да? Углы выравнивать и все прочее. Масло, пожалуйста, можно? Так, маслица у нас есть. Сразу. Все здесь делается на глаз. Особо такого нету рецепта, на бумаге он нигде не написан. Ага. И А, ну, как на охоте бывает. Сколько зайцев, ты же не знаешь, сколько. Все есть, все надо сделать. Правильно? Нет так, чтобы, вот, допустим, в кулинарных передачах всегда же говорится так, берем 300 грамм мяса, да, у нас такое, Да. берем 2 зайца или одного глухаря, да. есть. Так, то есть сначала надо все эти, получается, да? Просто смешать. Да. А, Все просто нарезать, бросить в одну посуду, перемешать, сразу посолить, так. сразу сыпануть приправ и поставить варить. Так, а мне Потом- на эту передачу наши продюсеры выделили, Шпионскую аппаратуру. да, шпионскую аппаратуру американскую. Я смотрю, как она включилась, и вот будут другие кадры. Опс. Так, мы здесь чуть-чуть масла, картошку нарезали. У нас ингредиенты тут у нас есть лук, перец, помидоры и специи. А Сергей у нас мясо. Мясо кладет. Что за мясо у нас? Свинина. Свинина. Так. Стоп, я нажму. Смотри, у тебя тельняшка, да, под рубашкой. Да. Скорее всего, это просто так или как? Нет, это связано Связано? с определенными событиями в жизни, да. Так, расскажешь? Ну, если будете слушать, расскажу. Да, расскажи. Ну как, нашим телезрителям наверняка все интересно. Ну, Да. мне тоже интересно стало. Это же просто не Сейчас просто так. Современные вот магазины спецодежды, да, военная форма, они все подразумевают тельняшки, сейчас стало модно. Ну, есть да. тельняшки, например, черно-белые, есть сине-белые, есть бело-голубые, есть бело-зеленые, бело-оранжевые даже есть. Они все подразделяются и имеют свой смысл. У меня, например, вот на мне надета тельняшка десантная, бело-голубые полосы. Мгм. А когда вы спрашивают, сколько полос на тельняшке, ну такой вопрос возникает. Всегда нужно говорить 2. Ну как, Ну, обычно. белая и голубая. Да, а в армии говорят 3. Хотя их 2, да? 3, потому что Три? Так. белая, голубая и грязная. Ну, как носится, так и есть, да? Да. Слушай, а вот подразделение по цветам, это каждый войска свои? Да, цвет у имеет? пограничников, например, бело-зеленые, Ну, у, чисто зеленый цвет, ага. ага, у моряков бело-синие, у морской пехоты черно-белые, у Росгвардии, ну, то есть спецназ, например, внутренних войск, у них бело-оранжевые. Ну, так вот. Ну, у тебя получается вот та самая десантура, да? Да, та самая десантура, войска дяди Васи. Дяди Васи, да. Ну, это ходит легенда.
Ну, про всех ходят легенды, да. Ну вот я так думаю, что десантники самые такие оголтелые. Или как? Каждый Да. думает в меру своей испорченности, как говорится. Да. Смотря с кем, в каких обстоятельствах вот с десантниками сталкивался. Мгм. Есть, конечно, не очень хорошие моменты, особенно в праздник, День воздушно-десантных войск. Вот. Ну когда вот купание фонтанами. Да, всё вот да, это самое такое вот. размахивание флагами, да, да. Ну, размахивание флагами это еще куда не шло. Мгм. Десантники делятся на две категории. Есть десантники, а есть ВДВшники. Так. Вот это две разные вещи. Воздушно-десантные, а есть обычные Нет, десантники. а все одно и то же. Они могут даже служить вместе. Это все зависит от поведения, от самого человека. А ты вообще празднуешь там? На улицу выходишь? Я до 2008 года праздновал, выходил, ага, потом что-то перестал. А вот буквально с прошлого года я встретил, то есть меня нашли через одноклассников, мои однополчане с одной роты, мы служили все вместе. Мгм. А где служил? Ну, последнее место службы Югославия была. Ух ты. Тогда еще Югославия. Это подожди, это Да, до Вот после войны как раз там миротворческую миссию выполнял. 90, начало 96-97, да, ага. да, да. Когда Югославия еще была Югославией, да? Ну да, Угу. только вот было разделение там. Временное правительство там было. Transitional Administration называется. Transitional Administration. Ага. Транзитные ребята, да? Ну да, типа такого. Так, и что там И вот делали? они меня нашли. Оказывается, есть группа WhatsApp, оказывается, все это действует, функционирует. Ребята Ну встречаются, да, кто вот особенно в современном мире. они да? вот живут в основном в центральной части России. Я самый дальний однополчанин в Якутии живу. Я был единственный якут, что в части, что в Югославии потом. И это нашел в себе силы, средства и поехал на встречу. В прошлом году вот мы встречались в Москве. М. Интересно, Прямо сколько встреча раз была, не наверняка. знаю, через 23 года. Ага. Очуметь. Потом в этом году вот мы сделали традиции встречаться каждый год. В этом году я ездил, например, в Брянск, заехал за Лехой Бондаревым. Он сказал, я один не поеду. И мне пришлось изменить маршрут ради него и заехать за ним. И мы поехали в Волгоград к нашему однополчанину. Ну, то есть тоже. у вас много, достаточно обширная, да, Ну, такая? в группе 80 человек, а на встречу приехало где-то 46 вместе с женами, с детьми. Ну, больше половины. Ну, боевое братство называется у нас. И что вы там делаете обычно? Мы там встречаемся, рассказываем, каждый о себе, например, планы строим на будущее. Например, вот мы финансово помогаем Донецкому детскому дому. Дети-сироты, которые ВИЧ-инфицированные, брошенные родителями. Там шла война вот тогда, и никакого обеспечения нету. Ну, Россия помогает, чем может, но этого не хватает. Детей потому что с каждым днем все больше и больше. Это от 6-месячного возраста до 6 лет, ну, дошкольники, дети-сироты. Вот мы им помогаем там по мере возможностей. А почему именно выбор пал туда, да? Ну, Ну, потому что многие ребята, которые со мной служили, и потом впоследствии были в составе армии ДНР и ЛНР, и с ними очень много связано. И вот наш председатель, который избранный, Роман, он, ну то есть он как-то сам исторически Донец, сложилось. Ну, родом оттуда. Ну, когда еще не было нашего братства, они сами уже помогали до Ну, конечно, этого. да, тогда Советский Союз, ну, мы конечно, не было деления, да? Подключились. Ага. часто. Слушай, а как ты вообще в десантуру попал? А Это там тоже очень сложный как-то. был. А? Ну почему я Крепкий, наверное, был? учился в Верхневильской школе, там у нас в старших классах открылась секция восточных единоборств. Я туда начал ходить. Так. Преподаватель был Сергей Ильич Гаврилев, Ага. тоже ему огромное спасибо, до сих пор благодарен. Занимался кикбоксингом потом, тоже под его началом, когда мода пошла на него. И вот с этими данными своими прошел медкомиссию, группа здоровья А1 сказали, то есть готов То есть спецподразделение. Готов ко всему. Спецподразделение, ага. И потом на медкомиссии военком сказал, рост сколько? Я говорю, 1,75 м тогда был. Говорю, давай, хочешь в десантуру? Типа тут места пришли. Ну, запишите, говорю. Ну, написал пока простым карандашом. Команду записали, там оказалось... Типа кандидат, да, такой? Ага, 40 человек нас оказалось в Якутии. 13 якутов, саха, и остальные русские, украинцы. Вот. Все крепкие ребята. Ну, да.
Я в молодости, это, конечно, да, ну, в детстве все смотрели там на Ван Дамма, на Брюс Ли, там, Джеки Чана, да, но тем не менее, мне кажется, русский десантник фору любому даст. А? Как считаешь? Наверное. Наверное, да. Зависит, ага. Наверное, я сказал скромно Сергей. Зависит от целей и задач, какие стоят. Иногда можно просто убежать. Зачем лишний раз? Лучший бой — это выигранный бой, которого не было. Знаете, лучше избежать поединка. Зачем кровопролитие? Лишний раз. Да. Но Потом когда- опять начнется там больница, полиция, там разбирательство, суд. Зачем это надо? Когда Так, можно подожди, просто... немножко вопрос провокации. А ты всегда так считал? Ну, по молодости это всегда же кулаки чешутся, там хочется помериться. там Нет, чё-то. конечно, нет. А? Это потом со временем. Потом пошло. со временем, да. Я тоже так думаю. Сейчас пацаны-то, конечно, видят такие, «Так, я могу там что-нибудь там, да. Не сразу же это понимание, скорее всего, происходит. Приходит. Не сразу, ага. Слушай, так, немножко о рационе хочу поговорить, так как у нас все-таки передача с уклоном на кулинарность, да. Армейский рацион, он вообще как? Ну, Голодал? просто конечно, как же не без этого. Ну вот я в армии не служил, ну вот есть такой небольшой грешок, да, но я сколько друзей отслышал, которые в армии были, говорят, ну говорит, как там вообще кормят его? Ну, допустим, я о беде, говорит, да, мы говорит, голодали. Чуть ли не каждый второй так говорит. Там просто я служил же в 90-е годы, 94 осенью пошел. Там, само собой, в стране тоже был бардак, и в армии. Ага, соответственно. С обеспечением не все, да? Ага. Бигус помню очень хорошо. Это перемороженная капуста, которую невозможно есть. Давай-ка я вот так сниму вот это. Ее выкидывали целыми, горы были прямо во дворе столовой. Приезжали тракторами, грузили на самосвалы, возили на свиноферму. Даже свиньи это не ели. Ну, было такое, конечно. Так, Было ты что какие-то специи кладешь, смотри, Вообще- соли положил, перца положил. без разницы, любые. Главное, не переборщить. Чуть-чуть. Все. Хорошо. Теперь надо Ну, то есть, перемешать. опять-таки получается, что есть под рукой, то и берешь. Да. Можно включать плиту. Плиту. Так, сегодня у нас Семена нету. Кстати, мы находимся в гастросуде ресторана Мусхая. Вот. Сразу на максимальный ставлю. Да, Потому что, да, плитка тут такое, нужно регулировать. крышечкой можно закрыть. Так, Или- крышечки нету сразу. Тогда тарелочкой. Давай, тарелочка, из того, что Как есть. в походных условиях. В походных условиях, что есть, тем и это, да? Да. Так, и что делаем теперь? Ждем. Теперь готовим. Чеснок нарезать надо. Где-то Ага. 2 зубчика. Чеснок, он очень такой эффективный продукт. От многих болезней профилактику проводит. Слушай, Так, возвращаясь к армейскому рациону, Ага. какая еда, на твой взгляд, помогает вот такие тяжелые нагрузки выдерживать? Каша. Каши? Именно каши. Твои предпочтения, идеи? Ну, вот ты в детстве что любил больше всего? В детстве я любил жареную картошку и мамины пирожки. Вот это, и котлеты любил. Ну, то есть, вроде как бы незатейливые, да? Да, обычная пролетарская еда. А сейчас? И сейчас такие же вкусы. Предпочтения не меняются? Ну, я не люблю таких изысков всяких. Там крабы, там какие-то анчоусы или что-то. Суши, например, редко ем. А любишь суши вообще? Да не особо. У меня дочь старшая школу заканчивает. Она любит, как современная молодежь, там, Что такое модные веяния? да, пиццу, там, суши обязательно нужно заказывать. А я там, пару кусочков съем, не особо. Ну и хорошо, да? Потому что с детства, видимо, привык к такой еде. Натуральной, питательной, вкусной и простой. Особо как-то. А что думаешь о якутской кухне? Ну, я всегда хотел вот своим ребятам, которые живут там, в Центральной России, там, в Сибири, всегда хотел им отвезти рыбу нашу, например, строганину, чира, или жеребятину, и никак не получается, потому что тепло. Ну, то есть На- у вас наша-то- встречи не в сезон, получается? Да, 2 августа, День воздушно-десантных войск, вот мы там встречаем. Ну, конечно, в отмечаем. августе какая рыба, да? Прошлогодняя. И то. Ну, соленая рыба тогда обходится. Соленую возил я, копченую. Слушай, ну вот для тебя лично, да,
что, если дадут тебе такой выбор, да, мясо или рыба? Мясо, конечно. А почему, конечно? Ну, рыбу сначала поймать надо, а мясо-то добыть легче. Исходя из этого. Да. Уже закипело. Ну, уже можно перемешивать. Огонь потише делать нужно или? Сейчас, подождите. Смотрим. Ага, нужно чуть потише. Нужно, да? На шестерку. Давай, да. на шестерку поставлю. Да. Она, видишь, вот это была ярко-красная сейчас. Это свидетельствует о том, что нужно уменьшить огонь, а то, что начинает прилипать. Чуть-чуть прилипло. Ну да, подгорело чуть-чуть. Не подгорело, Не подгорело? просто прилипло. Просто прилипло. Пока жидкость находится в емкости, ну, вы, наверное, сами знаете это, ничего не может пригореть, может только прилипнуть. Пока жидкость есть. Да. Ага. Слушай, а давай еще поговорим теперь о работе твоей, да? Вот, немножко упомянули, что ты, да, вот, самозанятый, ремонтом занимаешься. Мне сказали, что ты один из популяризаторов такой группы рабочих профессий, да? Вот, Центр дизайна и ремонта. Ну да, в свое время мы создали его с единомышленниками. Ну, это не моя идея была, это Ну, то есть, ребята... это так стихийно образовалось, да? Ну да, это не то, что стихийно, но как-то закономерно так все к этому и шло. Вот ребята мои из Туту ЕКТ, например, вот они вдохновители, вот эти генераторы идей. Мы пришли к такому решению, что нужно создавать такую организацию, чтобы дизайнеры, архитекторы, ремонтники сами, вот все были, ну, как в одном звене, чтобы взаимодействовать. И заодно и магазины, которые торгуют, например, строительными товарами. Те, кто предоставляет услуги, например, вот потолочники, электрики, сварщики, сантехники, вот эти вот все. Сейчас вот у нас есть несколько групп, отдельно дизайнеры, отдельно мастера, вот. И мы вот взаимодействуем таким образом. Ну и друг другу помогаете работу, находить клиентов, да? Юридически пока никак не оформлено еще. Там некоторые проволочки возникают, там, загвоздки. Ну а так ребята общаются, помогают друг другу, там где-то что-то, где-то советом, где-то реальной помощью, где-то, например, скидкой могут воспользоваться. Ну, допустим, при покупке материалов Да. и прочее, да? И это своим клиентам предлагают, поэтому удобно очень. Клиент, во-первых, экономит, во-вторых, например, местные ребята, они же никуда не могут убежать, там, спрятаться, например. Гарантированно будет качественная работа, но зато дороже, конечно. Это вот тоже есть такой момент. А какая твоя специализация? Вот, ну, ремонт же он, ну, допустим, возникла идея, да? Ну, точнее задача, нужно сделать ремонт. Черновая квартира, да? Твоя специализация какая? Работа же видов. Ну, просто тьма тьмущая. Ну да, согласен, не спорю. Ну, сначала, наверное, скорее всего, дизайн. Хотя многие этим не делают. Без дизайна. Просто взяли, Сейчас- как в моем случае, взяли, налепили из того, что есть. Сейчас, кстати, люди уже как-то немножко поумнели, более-менее, и стали обращаться к профессионалам. Уже сейчас дизайн востребован, очень много сейчас квартир делается по дизайн-проектам. Ну, они там разные бывают, там вот просто плана кроки, например, там, схема электрики или мебели, ну, кто-то может быть сам такой творческий, цвета там может сам подобрать, материал. А кто-то вообще вот первый раз сталкивается с этим, покупает квартиры, например, в каменном доме и не знают, с чего начать. Тогда обращаются к дизайнерам, и дизайнеры в этом плане очень сильно помогают. Но у меня специализация сейчас поклейка молдингов, плинтусов, лепнины и декоративных изделий. Лепнины это вот такие, ну, вот, такие, Да, изделия из полиуретана, там всякие узорчики всякие. Там, римские прям. такие дела, да? Такие Ну да. готические. всякие, Барокко, да? классика называется, или античные, там Античная всякие разные. классика. Ага. И обои клею. Перешел на такой вид работы. Начинал, конечно, со штукатурки, стяжки, там, кладки. Вот очень много лет этим занимался, и как-то мне больше сейчас нравится. Ну, то есть ты перешел на более, ну, на более легкую, да? Ну, точнее, на Чистую. на более чистую.
физически легкую получается. Физически легкая, Физически но- легче получается Ага. все равно, чем кладкой, допустим, да, этот Ну цемент. да. Ну и просто нравится мне это делать. Раньше как увлекался, вот, например, увижу это в дизайне какие-нибудь элементы и спрашиваю, а это что, куда? А, мы хотим сами поклеить. Я говорю, можно я поклею? О, ты дорого. Не дайте, я сам попробую. Там. Например, на полу разложил, говорю, вот так должно быть. Да, поправляет, вот так сфотографировал, все. И согласно этому начертил разметку и приклеил сам. Вот, понравилось мне. В следующий раз за это уже стал деньги получать. Ну, как-то так. Когда уже начало получаться, ты говоришь, ну давайте я могу, ну вот будет столько. И тем более вот магазин Обойкин, они же торгуют вот такой вот продукцией. У них очень много, ассортимент большой. И вот они меня часто зовут на презентации, там, на мастер-классы. Я вот благодаря им сертификаты получаю, например. И когда приходит новая коллекция, и у них в магазине нужно выставить, например. Я это все показываю, там, как нужно сделать, или дизайн показываю. Согласно его я, короче, и все леплю. И весь магазин Обойкин, это, считай, моих рук дело. Если что, зайдете, посмотрите. Ну то есть то, что там сейчас Да, делают, и все обои, делают, и лепнина, и все вот эти плинтусы, экспозиции. Это все по их дизайну, вот, мое исполнение. Вот благодаря им я тоже руку набил, считай. Сейчас вот до Нового года у меня заказы вот, ну, забита очередь. Так, вот про заказы тоже один еще вопрос. Да? Как ты их находишь, либо тебя находят? Меня находят Уже. уже. Ну, то есть ты какое-то время работал на бренд, а сейчас бренд твой работает на тебя. Ну да, и Не надо ничего делать, с не надо группы, рекламу да, давать, да, с получается? группы меня рекомендуют, например, или с магазина, вот Обойкин в основном. Ну условно так было. Я вот тоже лет 7 назад дома квартире ремонт делал, да. Двери нужно такие хорошие двери, добротные. Кто двери в городе хорошие двери строит? И кого-то там рекомендуют. Ну типа такого, да, получается? Да, да. Совершенно То верно. есть ты сейчас уже на таком этапе своей работы, деятельности своей, что особенно конкуренции-то и не боишься. Ну и нет, ну если ты рекламу не даешь, если ты там не ищешь объявлений, даешь, что вот выполни такие работы, люди к тебе сами приходят, ну что, работай и не ленись и все такое. Так получается у тебя? Ну, есть, конечно, мастера, я не спорю, я никогда вот ложку. Никогда ни с кем, как говорится, объекты не делил, не рвал, там, из-за этого разборки не устраивал. Просто бывает, что я занят бываю, и наоборот сам рекомендую ребятам, спрашиваю, кто свободен. Кому-то заказ передать. Да, ну, у нас так принято, как-то все по-доброму, по-честному, открыто. Такого нету, что зачем ты мой объект взял, ты что, это я должен был брать. Такого вообще нету у нас. Поэтому как-то в этом плане проще. А у тебя получается бригада или ты сам? Нет, я работаю совершенно один. У каждого свой путь, да, конечно же. Слушай, а вообще бытует такое же мнение, ну или такая Стереотип, да? стереотип, да, что ремонтник и только один доширак ушей. Нету. Это, конечно, заблуждение, стереотип, как говорится, повторюсь. Он выручает иной раз, да, бывает. Вот надо срочно что-то вот быстро делать, вообще времени нету даже пообедать. Сколько сдавать? Пока ты там еду достанешь, пока разогреешь или что ли, там все разложить, надо хлеб намазал, поел, там чайник вскипятил. Просто берешь чайник вскипятил, доширак открыл, залил, пошел, делаешь. А быстренько вкидался опять. Или бывает, что денег нету, например, элементарно. Или дома, например, еды не осталось. Например, как работник идет на работу, например, с утра, открывает холодильник, то, что со вчера осталось, например. Ну, мужчина в основном так же ведь. Еда делится на две части, так же ведь. Например, вот это вкусные конфеты, а вот это пускай папа ест. Ну, типа такого. Или жена говорит, что будешь доедать, или я выкидываю. Ну, из той серии, например. Вот так же ремонтник открывает утром, ну, там, свои утренние дела сделал, домашние, и собирается на работу. Берет посудку, там, что осталось, накидал, хлеба нарезал, все, и с собой взял, ушел. Там у него чай, в пакетиках сахар, чайник. Все, больше ничего не надо. Аскетично. А бывает так, что открыл и ничего нету. Ну ладно, тогда доширак возьму. Ну вот так он выручает. А то, что постоянно им питаются, это нет, так, я так не думаю. Я так не думаю. Ага. Слушай, вот касаемо опять-таки работы, вот вашего сообщества, да, и вообще насчет работы, насколько большая конкуренция, да? Ну, сейчас не секрет, что наши друзья из Средней Азии очень много, ну, специально приходят в сезон, работают, да? Как сейчас вообще с конкуренцией? Конкуренции, к
как таковой я щас особо не почувствовал. Сейчас просто коллапс какой-то в плане рабочей силы, которая выполняет ремонты. Как это? Ну, из-за того, что вот пандемия, там границы закрывали, не хватает рабочих рук. А, наоборот. Ага, хороших рук не хватает. Сейчас спрос переваливает за предложение. То есть квартир ремонтировать надо больше, чем самих Ну, ремонтников. строят много, народ никуда не едет. И Ипотека 2%. Да, Ага. все вложились в строительство, да. Ну. Да. И, ну, есть такие, которые, например, зовут на объект и говорят, так, нам нужно выровнять полы и поставить двери. Все остальное мы сделаем сами. А, ну то есть то, что боится или вдруг Или то, что, испортить, да, или материал не испортить. умеют. Или да. не умеют, да. Или не Ага. уверены. Ну. А так, есть такие, которые вообще молодые семьи, они муж с женой, например, вдвоем, они смотрят YouTube и Ну, начинают делать, почему я не как должен им нравится. Сначала смотрят, какие бывают дизайны там по их планировке, например, квартира-студия, да? Или там однокомнатная квартира, смотрят, так, это можно по зонам разделить, они выбирают цвет, выбирают материал, а потом начинают, приступают и смотрят, вот штукатурка, как нужно делать. Сейчас вот интернет в этом плане спасает. Ага. Не, ну действительно, возвращаясь, допустим, условно на 20, на 30 лет, ну вообще Можно же еще мы убавить еще боюсь. на четверочку. Так. Вообще же невозможно было себе представить, что человек из Советского Союза, кому-то доверил, позвал мастера, чтобы он обои клеил. Ну как, муж с женой, говорят же, прочность семейных уз выражается тем, что если вы дома обои переклеили, говорит, значит, нормально. Значит, брак у вас да, брак у вас, да, крепкий. брак у вас крепкий, значит, друг другу вы подходите. Нет, это же действительно нонсенс был такой, чтобы кого-то мастера пригласить. Да. Ну, конечно, да, если родственник есть хороший, там, братан, за бутылкой водки придет условно. В основном вызывали сантехников. Ну, или сантехников, да. Но это же совершенно было абсурдно. А сейчас потихоньку, вот, введением новых экономических реалий, да, сейчас появились и мастера и все прочее. И причем это же совсем недавно же произошло, жизнь у нас так меняется. Жизнь меняется с бешеной скоростью вообще. Вот, например, до окончания школы как-то все шло монотонно, как-то все По там. накатанной, само Да, по себе. по накатанной, как-то все было предсказуемо. А сейчас вот за тот же период, за 10 лет, от кнопочных вот телефонов перешли вообще на сенсорные. Еще через 10 лет что еще будет, неизвестно. Ну, а ты как смотришь на будущее? Там? Оптимистично. Оптимистично? Да, только так, иначе не. Ну, то есть ты своими руками умеешь что-то делать и думаешь, что с собой все будет в порядке? Ну, я так не думаю, конечно, но я стараюсь быть уверенным в этом. Никто же не застрахован. Ну, так-то да. А вдруг, да, действительно, скоро Всякое может придумают быть. материалы, которые не нужно будет ремонт делать, дом построили тебе, заходи и живи, все. Можешь быть такое? Есть такие, да, сейчас технологии. Дом за 24 часа там. Вот германские, по-моему, технологии. Так, это что такое? Это панели уже с готовыми окнами, с дверями уже. Там раз такие брык-брык-брык. Да, собрали Конструктор, короче, модули. лего. Ага. Хочешь, там комнату тебе могут сделать, перегородку уже с дверями стоит там. Ванная уже с кафелем, эти стены. Ставят ванну, подключают, электрику подключают. Все, пожалуйста. Даже вот кухонный гарнитур там входит. 24 часа проходит. И у тебя уже Да, у тебя ключ, заходишь уже и живи. Застилай белье, там, заполняй шкафы, заполняй продуктами холодильник и живи. Ну, то есть голова должна уже совсем о другом думать. Не надо Да. об этом думать, о таких. Такое тоже сейчас есть. Ну, хорошо. А современные, вот то, что ты работаешь, якутяне, что требует больше всего от ремонта? Само собой требует качества. Вот это самое первооснова ремонта. Ну и хотят они, например, в своем доме видеть, чтобы было все уютно, красиво, удобно, эргономично, например. Ну, это же такие понятия, они же даже достаточно субъективные, да? Ну, то как? Качественное, понятно, да, чтобы там не обваливался и все прочее. Красиво, уютно, это же у кого-то свой уют. Кто-то нравится модерн, да, кому-то нравится бетон и стекло, кому-то железо нравится, кому-то классика, Ну, кому-то дерево. о вкусах не спорят. Да, как тогда? Да, я понял. Я говорю об общей тенденции, вот, что люди хотят. Бывает, что закажут они дизайн-проект, там, дизайнера послушают, да, дизайнер там
например, говорит, вот скандинавский стиль вам, или вот, например, арт-нуво, например, вам, или вот там классику, или там неоклассицизм, вот какой вы хотите. Ну, вот этот вот. Ну, хорошо, в этом стиле делают всю квартиру. Потом, например, она уезжает куда-то, из города уезжает, или ей нет времени, когда уже все покрасили, ну, приходит там штукатурка, ничего не понятно, да, там, или white box сделали, например, зашпаклевали, все белое, тоже непонятно. Когда начинают красить, там, укладывать плитку, ламинат, уже цвета вот эти начинают контрастировать, она заходит, ой, это что такое, я совсем другое представляла себе, и сама не знает, чего хочет. Такое тоже бывает. Так, и в таком случае желание клиента закон? Ну, это все должно, ну, у нас, по крайней мере, это все указано в договоре. Все дополнительные работы, они уже идут по определенному прейскуранту. Отдельно. Отдельно, ага. Слушай, а ты наверняка знаком вот с тремя этими, да, составляющими. Обычно я тоже в одно время дизайном, рекламой занимался. Там было 3. Дешево, быстро, качественно. Выбери 2. Знаком с таким? Ну да. Типа, что если хочешь быстро и дешево, то это, скорее всего, Некачественно. будет некачественно. Да. Ага. Хочешь качественно и быстро, но тогда это будет недешево, дорого. А хочешь качественно и не быстро, то такое тоже есть. И некачественно, и быстро? Нет, качественно, но не быстро. Самое главное качественно. Ну самое главное качество. Есть, да, упоры в основном вот. Это скорость и качество. Вот они. Ну, вот. долго будет делать, дешево, но качественно, очень долго, допустим. Ну, обычно всегда что хотят. Вот сейчас 2% ипотека, дом получили, а жить негде, надо, короче, срочно заселяться. Говорит, вот 1 месяц. Тайминг. Есть такой еще этот девиз у предпринимателей. Например, радость от дешевого товара гораздо недолговечнее, чем радость от качества этого Ну, то есть товара. от полученного эффекта. да. Да. Во главе твоей идеологии вот в работе, ну, получается, качество. Да, вот это кровью и потом заработанные, как говорится, знания. Много лет на это потрачено, поэтому если я, например, сделал работу за полчаса и говорю там сумму, и заказчик говорит, как, ты же все полчаса работал, что так много денег? Я говорю, попробуй сам. Ага. Я говорю, чтобы сделать вам за полчаса, я на это потратил 10 лет, например. Учился. Да, если вы хотите, сделайте сами, не знаю, сколько вы времени на это потратите, и как у вас... Я пошел. И как получится Да, самое и главное. конечный итог какого. Да, потому что материалы сейчас не дешевые, можно что-то испортить. Конечно. Ну, да, вот, допустим, двери повесить, ну а как? Где не там засверлил, не так повесил, все, считай, дверь испорчена. Требует. Слушай, ну вот насчет инструментов, материалов. Ну, не секрет, что за последний год, говорят, материалы в 2 раза подорожали. Да. Ну, условно так, да? А народ продолжает все равно ремонтом заниматься. Ну, уже куда деваться-то? Это такой катящийся шар, да, получается? Но Сила инерции все равно же, ну как продолжает строить, по-моему, еще даже больше строить. ну, начнет. так как ситуация, человек сел в лодку, переплыла через реку, началось наводнение, он все равно будет плыть, правильно? Он же не останется там, все, наводнение, берег далеко, я тут буду. Все равно придется плыть. Вот то же самое и с ценами. Выбрал с и ремонтом. идешь. Да, надо Мне идти кажется, все да, равно. такой вот эффект катящего снежного кома. Да. Так, по-моему, у нас уже 20 минут прошло. Как ты уже попробовал? Соль, специи? Ну, я-то попробовал сейчас. Ага. Сейчас Ну, надо, чтобы... самое главное, чтобы я попробовал. Да, да. Ну да, в принципе, готово. Сейчас нужно закрыть и, потомить еще. выключить. Ага. Выключить. Вообще выключить. Да. Хорошо. И потомиться. Да, Сколько времени нам нужно для этого? Минут 5. Минут 5. Так, ну что, Сереж, Ну, давай пробовать. давай пробовать. Ага, у нас уже дотомилось, 5 минут прошло. Выглядит хорошенечко, аппетитно. А давай я себе тарелку тоже возьму. Это как 2 в одном. Это и первое, и второе. Ну, я думаю, очень вкусно. Ну, хватит, спасибо. И вот сюда. Вооружаемся ложками. Ну что, бон аппетит. Да, приятного аппетита. Мини-гастик, ага. Мені сказав, хай.
Тема очень вкусная. Слушай, Сереж, а какое самое необычное блюдо тебе доводилось кушать? Что-нибудь есть такое? Что Которое тебя меня поразило? Да, удивило, может быть, есть такое. Есть, ага. Это был 92-й год. Я окончил школу и приехал сюда поступать. Жил у двоюродной сестры, у Лены. Она очень вкусно готовит вообще с самого детства, с самой моей юности. Вот, постоянно вкусно готовила. А тогда что-то, 92-й год, продуктов нету, там очереди страшные. Тоже, Как раз Союз развалился, да, непонятно, что будет. да, Ага. полуголод, там деньги миллионами. Таскали деньги в мешках, а продукты приносили в кошельке, ну, типа такого. И она вот приготовила просто, знаете, сковородка Волга электрическая. Да, ну вот, как такая, вот обычно. такой, Да, такой чук, вот так с такой вставляется. Ну, вилкой. да. Ага. Вот на такой сковородке растительное масло взяла, соль, просто спагетти, банку тушенки и томатную пасту. И полкубика вот этого Галина Бланка там или Магgi, магия, не Maggi. помню. Вот это все она там с водой, с растительным маслом затушила, перемешала. Говорит, как только попробуешь, как она будет уже альденте, ну то есть чуть-чуть, Чтобы это да, в зубах перекусывалось уже так легко. Тогда, говорит, выключишь. Сама пошла читать. Ну вот я следил, там перемешивал, потом пробовал. Чуть не наелся, пока пробовал. И потом все выключил, говорю, все готово. Сели кушать. Это вообще была изумительная еда, как итальянская паста. Вот я потом в ресторане такой ел в Москве. Вот просто томатная паста, спагетти, полкубика магии, соль, растительное масло. И тушенка. Вроде как бы ничего притязательного. Ничего такого нет. То есть обычные продукты дешевые, которые везде есть, доступны. И вот это я прямо за милую душу съел. До сих пор этот вкус. И иной раз готовлю, -то. Редко, правда. Такую вот пасту. Ну, тушенку особо мы не стараемся есть дома. Там. Ну, с мясом, с фаршем, наверное, да? Нет, это уже не то. Вот именно что с тушенкой и с томатной Ну, это, пастой. скорее вот всего, тогда вкус получается некая специфический. такая ассоциативная память, да, получается? Нет, я потом готовил уже, и то же самое, такой же вкус получился. Прямо незабываемый, очень вкусно. Ага. Интересно, Это вот да. такое блюдо мне запомнилось. Интересное наблюдение. Ага. Ну что ж, Сереж, я думаю, что получилось, как в нашей передаче, прямо просто вкусно. Да? Я рад, что понравилось. Да. Спасибо, что ты был сегодня нашим гостем. И какие-то, может быть, пожелания нашим телезрителям у тебя есть? Смотрите чаще эту передачу. Просто вкусно. Оказывается, очень такой хороший проект, интересный прямо. Спасибо. Мне лично очень понравилось. Отныне буду я вашим постоянным зрителем, Поклонникам, да? поклонником. Ага. Ну что ж, Сереж, еще раз тебе спасибо, что был сегодня нашим гостем. Спасибо за приготовленное блюдо, интересную беседу. Ну вот, да, бывает, что люди, которые умеют, реальные профессионалы, умеют все делать своими руками, это большая честь и похвала. Вообще, я так считаю, да? А я Петр Цепандин. На этом потихоньку с вами прощаемся. Смотрите программу «Просто вкусно» на канале Якутия-24. А мы с тобой не прощаемся. Мы продолжаем это кушать. Просто вкусно.